Цены в связи с нынешней ситуацией в стране, цены, конечно, будут повышаться. Почему повышают цены? Ну, я думаю, понятно, что все товары медицинские, все оборудование, которое мы закупаем, все это импортное. Импорт приходит из других стран, это, допустим, США, Австрия, Германия, ну, то есть вся Европа практически. Ну и также есть товары у нас, которые с Южной Кореи привозятся. Но, насколько я сейчас знаю, у других владельцев клиник цены не повышаются агрессивно и так резко. Поэтому здесь, в этом плане, я думаю, для населения будет достаточно комфортное повышение цен. А если в дальнейшем ситуация будет стабилизироваться, я думаю, цена может вернуться обратно. К стоматологу нужно ходить один раз в полгода, то есть один раз в 6 месяцев. Почему такой регламент? Потому что пациент, даже зная, что у него все хорошо, может не выявить какие-то проблемы, которые у него на данном этапе происходят, допустим, бессимптомно. То есть у него зуб не болит, но он может в будущем заболеть, и поэтому нужно прийти к стоматологу. Стоматолог именно проведет посмотрит во рту состояние зуба, либо же сделает рентген-снимок, если будет необходимость, и на ранней стадии выявит какую-либо болезнь. То есть либо это кариес, пульпит, периодонтит, ну и все остальное, воспаление десен и так далее. Я бы отметил, самое главное — это понимание, второе — это гигиена, и ходить каждые полгода на профилактику, на чекапы, на осмотры к врачу-стоматологу. Да, детям обязательно нужно лечить молочные зубы. Почему? Потому что молочные зубы у нас прорезываются одновременно, то есть симметрично, и у детей вообще молочных зубов 20 штук. То есть их 20 всего. У взрослых больше, 32 зуба, считая зубы мудрости, а у детей всего 20. И если прорезывание зубов, как раз таки вот такой очень острый период 6-7 лет, прорезывание зубов нарушено, допустим, молочный зуб заболел, его раньше всего удалили, а другой зуб с симметричной стороны остался, то прорезывание зубов будет уже неправильным. И за счет этого у нас поменяется прикус. Поэтому лечение молочных зубов и своевременное их удаление – показатель хорошего прикуса в будущем. Поэтому молочные зубы обязательно нужно лечить, но если врач сказал, что к лечению, к сожалению, они не поддаются, даются другие методы, либо пластинки, капы, ну и все остальное. Уже чисто индивидуально мы это смотрим. Прикус – это вообще основная часть, потому что от прикуса практически зависит все, то есть начиная от лечения кариеса, заканчивая импротезированием, имплантацией. Когда зубы расположены правильно, ровно, когда мы накусываем, у нас проходит естественная очистка полости между зубов, то есть промежутки между зубами проходит естественная очистка. Прикус этому способствует. Если прикус неправильный, кривые зубки, где-то какой-нибудь кривой, то там чаще всего забивается пища, и оттуда начинаются проблемы. Потом этот зуб мы лечим, потом удаляем и так далее. У нас потом меняется сустав, прикус и все остальное. Поэтому здесь от прикуса прям очень много зависит. Вообще, в целом, ортодонты говорят, нету никакой разницы, когда поставить брекеты. Можно некоторые после 40 ставят брекеты, некоторые после 50. Вопрос стоит можно ли, смысл есть ли в этом ставить брекеты. Потому что оптимальный срок установки брекетов — это примерно до 30, я бы сказал. То есть до 30 лет у нас костная ткань более-менее податливая. То есть идеальный вариант — это с 18 до 25, когда костная ткань хорошая, мягкая, зубы очень хорошо перемещаются, и ношение брекетов может ограничиться годом, допустим. А после 30 там уже сложнее, там нужно будет дольше носить брекеты, ретенционный период, допустим, носить ретенционные аппараты намного дольше, можно пожизненно их носить, потому что бывают такие моменты, когда брекеты мы сняли, и зубы пошли обратно двигаться, то есть в то положение, в котором изначально они были. Такое тоже бывает, поэтому здесь чем раньше, тем лучше. Но по факту можно когда угодно поставить. Я думаю, имплантация на данный момент, я бы сказал, очень на высоком уровне, и она максимально безопасная. Единственный момент, нужно будет, врачи-имплантологи всегда учитывают сочетанные заболевания, то есть
заболевания, которые у пациента есть. Если есть противопоказания по имплантации, врачи обязательно либо не ставят, предлагают какую-то альтернативу имплантов, либо же предлагают другие какие-то варианты. Противопоказаний много, но основные противопоказания это у нас, допустим, не противопоказания абсолютные, а противопоказания по ограничению по каким-то имплантам. Это сахарный диабет, это болезни сердца, это онкологические заболевания. То есть там на самом деле много противопоказаний, большой список. Есть абсолютные противопоказания, есть относительные противопоказания. К абсолютным можно еще отнести, если есть, допустим, у нас бруксизм, это скрип по ночам либо днем, когда у нас есть проблемы с суставом и мышцами, допустим, тогда, конечно, уже импланты противопоказаны. Сейчас система отбеливания, они достаточно на высоком уровне, и отбеливающая система практически не травмирует эмаль никаким образом. Появляется небольшая чувствительность, но это все корректируется препаратами, фторсодержащими, кальций-содержащими препаратами. Поэтому по поводу отбеливания я бы сказал, что сейчас медицина отбеливания прям очень на высоком уровне. Я, кстати, даже знаю, почему этот миф появился, потому что голливудская улыбка, опять же. В Голливуде раньше отбеливали системой перекиси водорода, и она была прям очень-очень высокопроцентной, и отбеливали зубы, то есть прям сильно агрессивно. Зубы хотели прям супер белые, и, конечно, тогда отбеливали их постоянно отбеливали с каждым разом. И тогда, когда мы это постоянно делаем агрессивными методами, то там, конечно, будут проблемы, потому что эмаль будет уже не такая нормальная, как должна была быть. Но миф, скорее всего, оттуда пошел, я так думаю. Почему люди считают, что в госклиниках плохо лечат? По одной простой причине, что в госклиниках, я опять же сейчас буду защищать врачей, в госклиниках не дается столько времени, сколько дается в частных клиниках на пациента. То есть в госклиниках там поток пациентов очень большой, и врачу нужно успеть качественно сделать, допустим, за 15 минут кариес какой-нибудь, где врачу-стоматологу в частной клинике дано это на 1,5 часа, допустим. Но я в целом думаю, что качество лечения сильно зависит от самого врача, мануальных навыков врача и понимания вообще врача в целом, как он должен лечить правильно или неправильно. Поэтому я думаю так. Материал в среднем, в принципе, везде более-менее одно и то же. В частных клиниках есть, конечно, премиум материалы, которые удобны в работе врача, то есть врачу комфортнее работать с этим материалом. И есть материалы, допустим, реставрационные, где там хороший пломбировочный материал, он очень дорого стоит, и на выходе получается очень красивая, хорошая реставрация, максимально естественная, то есть практически не отличить от своих родных зубов. Цены, да, действительно отличаются. Я не могу говорить за другие клиники, как они ведут политику цен в своей клинике. Могу сделать предположение. Скорее всего, эта цена складывается из нескольких факторов. Это фактор качества и навыки, то есть знания, навыки и умения самого доктора. Я думаю, цена, наверное, зависит именно от этого. То есть от материала частично от навыков и умений врача, опыта обучения врача, насколько ему, допустим, удается сделать хорошую качественную реставрацию, либо там хорошую качественную пломбу. Такой вопрос интересный. По поводу мифа, что я вообще сам думаю, лично я. Я, честно говоря, не встречал ни одного врача, которого бы специально, нарочно лечил бы так зубы, чтобы пациенты потом ходили все больше и больше к нему. Честно, я вот ни разу такого врача не встречал, даже не слышал про таких врачей. К сожалению, очень часто бывает так, что пациенты, допустим, поставили пломбу лет 5 назад, пришел, он говорит, вот, мне там врач плохо пролечил, почему так? Хотя видим, что пломба, в принципе, адекватно нормальная, но из-за того, что нарушена гигиена, не соблюдались условия, пациент должен был ходить каждые полгода смотреть стоматологу, он этого не делал. И оттуда все проблемы выходят, что мы не занимаемся профилактикой.
Вообще, по идее, нужно ходить, смотреть, вот как раз-таки ради этого нужно ходить и смотреть состояние пломб, состояние вообще в целом по другим, по коронкам, вообще по любой конструкции, которая во рту находится. Потому что, ну, честно, я действительно ни разу не встречал врача, который бы там нарочно сделал бы хуже. Наоборот, врачи стараются сделать как можно лучше, потому что это их репутация. И тем более у нас город маленький, все друг друга знают, и я бы не думаю, что есть врачи, которые специально сделают хуже, чтобы потом, не знаю, о нем плохо говорили.